Народные избранники обсудили порядка 40 вопросов. Сегодня прошло очередное пленарное заседание депутатов Госсобрания Илтумен. О том, какие вопросы рассмотрели парламентарии, расскажет Александр Лысак. 18-е очередное пленарное заседание Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия объявляю открытым. С такой традиционной для парламента ноты депутаты начали работу после каникул. Одним из основных вопросов повестки стала корректировка бюджета Якутии на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Однако изменения коснулись только текущих 12 месяцев. Согласно докладу министра финансов Республики Валерия Жандорова, доходы увеличены более чем на 12,5 миллиардов рублей. В результате уточненный доход составил 171 миллиард. Расходы увеличены почти на 11 миллиардов рублей, и их общая сумма составила 179 миллиардов 163 миллиона рублей. Ну а дефицит бюджета снижен почти на 2 миллиарда рублей, составил 7 миллиардов 810 миллионов. Дополнительные доходы пойдут на ликвидацию очередности в детские и дошкольные учреждения и на реализацию программы по переселению граждан из ветхого жилья. Доходы, которые мы дополнительно получили, очень большая сумма получена от налогов на прибыль. Сегодня при не очень хорошем ситуации наших предприятий, это особенно касается Якутугля, тем не менее, в целом месяц работал по Российской Федерации положительно. В связи с этим мы получили дополнительные доходы практически на 9 миллиардов рублей. Единогласно депутаты приняли законопроект о стратегическом планировании в Якутии по аналогии с федеральным законом, вступившим в силу в прошлом году. Теперь программа развития региона должна приниматься минимум на 12 лет. Ее формирование начнется уже в следующем году. Получится ли в нынешней экономической ситуации, которая сложилась в России, делать подробные долгосрочные прогнозы, покажет время. Во второй половине дня парламентарии в третьем и окончательном чтении приняли законопроект о запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Якутии. В этот список попадает продукция, содержащая от 1,2% до 9% этилового спирта. Закон рассматривали около года. В течение 10 дней глава Якутии подпишет данный документ, и он вступит в силу. Ограничения продажи алкогольных энергетиков такие же, как и при торговле более крепкого алкоголя по расстоянию от образовательных учреждений, времени и месту продажи. Последние поправки касались того, что необходимо было разъяснить термины по нашим национальным напиткам, по кумысу, бупаху. Это разъяснение получили, они не попадают под регулирование данного закона. Но вот такая поправка поступила в первую очередь в Государственное собрание Илтумен. Сейчас она рассматривается и на уровне Российской Федерации. В Госдуму поступил аналогичный закон. Этот закон будет распространен, скорее всего, на всю территорию Российской Федерации в ближайшее время. Одним из последних пунктов повестки стало обсуждение организации работы по федеральному законопроекту о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке. Он пока не внесен в Госдуму, но федеральные власти уже обещают, что бесплатный гектар смогут получить все граждане России. Ограничений не будет. Главное условие, чтобы земля использовалась. За 5 лет взявший землю человек должен ее освоить. Можно заниматься сельским хозяйством или предпринимательством, но вместе с плюсами есть и минусы, которые, возможно, будут устранены. Во-первых, имеется противоречие с земельным законодательством, с градостроительным законодательством, законодательством водным кодексом, лесным кодексом Российской Федерации. Не видит, и не учитывает имеющиеся документы стратегическое планирование, схем, развития размещения производительных сил и так далее. В конце добавим, изначально пленарное заседание Госсобрания Илтумен должно было продлиться 2 дня вместо 1. В итоге 40 пунктов повестки депутаты рассмотрели за 6 часов. Главное, чтобы спешка не отразилась на принятых постановлениях и законопроектах. Александр Лысак, Василий Соловьев и Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.